Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах выпуска. Большинство возгораний начались по вине человека. В лесном фонде Якутии продолжается борьба с огнем. Классным руководителям с начала учебного года положены дополнительные выплаты. О каких суммах идет речь? И ограничительные меры в республике продлены, однако и послабления вступили в силу. Расскажем, как теперь работают бассейны. Продолжаются работы по тушению 18 лесных пожаров, действующих на территории лесного фонда республики. Об этом сообщил первый вице-премьер региона Алексей Колодезников. Общая площадь, пройденная огнем, составила более 900 гектаров в 8 районах. Из них половина возгораний локализована. На тушение пожаров задействовано порядка 400 человек и 90 единиц техники. По словам Алексея Колодезникова, большая часть пожаров – дело человеческих рук. Он также отметил необходимость ужесточения наказания за неосторожное обращение с огнем, вплоть до привлечения виновных к уголовной ответственности. Я обращаюсь к населению, которое идет в лес, которое не умеет обращаться с огнем или специально поджигает. Все-таки нужно ценить наши ресурсы, лесные ресурсы, и ценить труд людей. Это я говорю о том ущербе, который получили сегодня сельчане в части сгоревшего сена. Ну и поручено отдельно усилить работу в части возбуждения уголовных дел, привлечения к административной ответственности органов МВД и МЧС. В регионе выявили 67 новых случаев коронавирусной инфекции за минувшие сутки. Об этом сообщила заместитель руководителя оперштаба Ольга Балапкина. Так, в Якутске выявили 31 случай, в Верхневилюйском районе 6, в Среднеколымском 5. По 4 случая зафиксировали в Вилюйском и Хангаласском районах. В Жиганском, Мирнинском, Аймеконском по 3. По одному новому случаю выявили в Верхоянском, Нюрбинском, Сунтарском, Чурапчинском районах. От COVID-19 скончался 1 человек. Ольга Балапкина отметила, что республика принимает все меры для ликвидации очередей при госпитализации. В частности, на базе училища Олимпийского резерва в Якутске развернут инфекционный стационар, где принимаются больные с легкой формой. Я хочу обратиться ко всем пожилым гражданам нашей республики. Пожалуйста, сохраняйте свое здоровье. Достаточно сложно в сегодняшних условиях непосредственно и системе здравоохранения, и врачам. Но количество больных именно пожилых у нас увеличивается. Поэтому я хочу обратиться к детям, к их внукам. Берегите своих пожилых граждан. Пожалуйста, будьте очень аккуратны и в своих контактах, и постарайтесь избегать излишнего общения. Педагогам Якутии с 1 сентября положена доплата за классное руководство. Между правительством республики и Минпросвещения России в апреле было подписано соответствующее соглашение. Размер доплаты – 5000 рублей, а с учетом районных коэффициентов и северных надбавок для разных зон региона сумма выплат станет значительно больше. В этом году на эти цели предусмотрено 545 миллионов рублей. С учетом районного коэффициента и северной надбавки данная выплата будет составлять усредненно 11 630 рублей. Учитывается районный и северный коэффициент у нас разные по республике, 60% и 40%. То есть 11 тысяч и 12 тысяч будет составлять данная выплата. В сложный для отечественной авиаотрасли период пандемии авиакомпания «Якутия» открыла регулярный рейс в Махачкалу. Первый вылет из Москвы в Дагестан выполнил экипаж во главе заместителя летного директора Владимира Колтыпина и командира эскадрильи московского летного подразделения Вадима Шакирова. Репортаж из Внуково наших московских коллег. Амар Амаров – первый пассажир рейса Москва-Махачкала авиакомпании «Якутия». С Якутией Амара связывает не только билет на самолет домой, но и горячая дружба с якутскими борцами. Есть друзья с Якутии, да, много друзей, спортсменов. Я сам являюсь спортсменом, представляю свою республику, да, и друзья с Якутии тоже приезжают к нам. В столицу Дагестана якутские воздушные суда летали ровно 7 лет назад. Однако из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы полеты в Махачкалу были отменены. В этом году, несмотря на пандемию, авиакомпания «Якутия» возобновила прямые рейсы из Москвы в Дагестан. Якутия будет летать наравне с Аэрофлотом, Победой, Севен и Ютейр. Мы действительно достойно этот период выдержали. Опять-таки благодаря руководству, благодаря нашим службам,
по части сети планирования, по части авиационного парка. Кстати, сейчас еще один Боинг возьмем. Я так думаю, дай Господь, в конце октября 737. Москва-Махачкала – популярное воздушное направление. В этот южный курортный регион еженедельно организовано более 80 воздушных сообщений. Представители Республики Дагестан считают, что новый маршрут авиакомпании «Якутия» позволит развивать внутренний туризм, и якутяне смогут увидеть древнейший город Дербент и отдохнуть на пляжах Каспийского моря. Дагестан, вы знаете, это вообще удивительное место на стыке, в общем-то, Европы и Азии. Тут и горы, и море. И теплое море, высокие горы, есть достаточно хорошие горнолыжные курорты. Ну, есть такой город Дербент, 2000 лет, который посещают многие туристы. Есть Сулаский каньон, который превосходит, по-моему, все каньоны в мире. Вот. И по красоте однозначно, и, по-моему, по глубине тоже. Я приглашаю якутян посетить наш край. И я сам с удовольствием тоже посетил бы Якутию, хотя, говорят, там холодно, но люди-то теплые. Туяра Константинова, Джур Березкин, Москва. В Усть-Алданском районе возвели сквер памяти братьев-воинов Шелковниковых. Во времена Великой Отечественной из этой семьи на защиту Родины ушли 6 родных братьев. Вернулись они впятером. В тылу трудились родители, 2 сестры и их старший брат. Идея сквера памяти братьев-воинов Шелковниковых появилась в прошлом году и была реализована к 75-летию Победы. Потомки на собственные средства и своими силами возвели сквер в Дюпсюнском наследии Усть-Алданского района. А в селе Сумтар готовятся к открытию Центра народного творчества имени Сергея Зверева «Кылуалла». На открытие грандиозного объекта культуры планирует прибыть глава республики Айсен Николаев. В настоящее время на объекте завершена внутренняя и внешняя отделка. Сейчас ведут установку и монтаж оборудования. Сейчас идут последние работы по завершению монтажных работ. В основном у нас остались по монтажу оборудования. Сегодня заканчивается. Ну и, как видите, у нас сейчас идет монтаж одежды сцены. На этом практически у нас все подготовительные работы, строительные, монтажные работы заканчиваются. Ну и сейчас тут идет уже работа по настройке аппаратуры, оборудования, которое будет завтра задействовано на открытии этого здания. Планируется, ожидаем приезд официальной делегации во главе с главой республики Айсеном Сергеевичем Николаевым. Поэтому подготовка идет полным ходом. Фильм «Тыгын Дархан» покажут в Якутске ко Дню государственности республики. Предпремьерный показ организуют в ДК имени Гагарина, сообщает пресс-служба Минкультуры региона. Показ начнется в 18:00 по якутскому времени и продолжится 2,5 часа. Фильм сняли в рамках подготовки к столетнему юбилею образования Якутской ССР по распоряжению правительства региона. Кинокомпания «Саха-фильм» победила в конкурсе сценариев в 2014 году. Авторы сценария Владимир Кузьмин и Никита Аржаков. Съемки проходили в 11 наследах республики. Помимо кинотеатров, сегодня возобновили работу плавательные бассейны. Они были закрыты 7 месяцев из-за пандемии коронавируса. Для всех любителей плавательного спорта предусмотрен ряд нововведений. По новым правилам стало обязательным проводить санитарную обработку в бассейнах каждые 45 минут, то есть после каждого сеанса плавания. Также значительно сократили пропускную способность до 78 человек. Таким образом, на дорожках одновременно могут заниматься до 4 пловцов. Работники используют средства индивидуальной защиты. Масочный режим, при входе проводят термометрию и обеззараживание рук. Мы сейчас работаем с 8 утра до 8 вечера. Все требования Роспотребнадзора, все у нас готово. И рециркуляторы, и соблюдение дистанции, везде все это стоит. Поэтому мы уже готовы принять наших посетителей. У нас постольку по пропускной способности по требованию Роспотребнадзора у нас 50%. Поэтому за сеанс у нас проходит 78 человек. Через каждые 2 сеанса мы проводим дезинфекцию. Поэтому у нас получается в день 5 раз проводим.
Якутянка Сардана Трофимова заняла первое место на московском марафоне и побила свой собственный рекорд на классической дистанции в 42 километра. О старте и победном финише она рассказала нашей съемочной группе. Материал нашего московского СОБКОРа Айсены Бурнашовой. Стартовая зона, 9 утра, апогей бегового сезона. Самое большое спортивное событие страны собрало свыше 25 тысяч участников. Элита московского марафона Сардана Трофимова. О серьезных намерениях якутянки стало понятно еще на самом старте. Она пробежала под номером 21 42 километра и 200 метров. Для Сарданы Трофимовой это уже третий забег. Она устанавливала рекорды на московском марафоне 2 раза подряд – в 2017 и в 2018 годах. До этого дня ее время 2 часа 28 минут и 31 секунду не удалось побить еще никому. Сегодня она превысила собственное достижение. Я 4 месяца готовилась к этим стартам. И была на сборах в Кисловодске, улучшила на 29 секунд. До этого было 2:28:31, а сегодня пробежала 2:28:02. На кону стояло не просто первенство и рекорд марафона, но и путевка на Олимпиаду 2021 года. Московская трасса сертифицирована международной организацией, и, выполнив олимпийский норматив здесь, означает получить возможность участия в Токио. Значит, уже можно сказать, что вы поедете на Олимпиаду? То, что от меня зависит, я выполнила. Сейчас у нас немножко проблемы с Федерацией легкой атлетики России. Там немножко порешают, и будет известно. Сегодня вместе с личным тренером Татьяной Жирковой Сардану поддерживали многочисленные болельщики. Рекордсменка признается, что именно это и дает ей невероятную силу и уверенность в победе. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить своих болельщиков за те эмоции, которые они мне передали во время бега. Я всех слышу и чувствую прилив сил, когда слышу такие слова, как «Сардана давай», «Сардана катат». Впереди у победительницы московского марафона чемпионат России. Он должен пройти в декабре этого года в Сочи. Начать к нему подготовку Сардана Трофимова планирует уже в ближайшее время. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.